Далее эфир продолжим выпуском новостей. В студии Василий Раченко и коротко о главных темах. Регионам помогут с покупкой машин скорой помощи. Премьер Михаил Мишустин анонсировал подписание документа о выделении средств. Также правительство увеличит финансирование сельской ипотеки. В столице Алмазного края открыли горнолыжный сезон. Любители зимнего спорта наконец встали на лыжи и сноуборды. Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о выделении 80 миллиардов рублей. Их распределят по 39 субъектам, у которых из-за распространения коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. Якутия получит свыше 1,5 миллиарда рублей. Как отметил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с COVID-19. В этом году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 миллиардов рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил президент Владимир Путин. Источником финансовой поддержки стал резервный фонд правительства. Регионам помогут и с покупкой машин скорой помощи. Мишустин заявил о том, что скоро подпишет соответствующее распоряжение. К примеру, как стало известно, к Краснодарскому краю дополнительные средства направят в размере 204 миллионов рублей. Вопрос с поддержкой других регионов тоже будет решен в скором времени. Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерство уже готовит необходимые решения. В ближайшее время подпишу распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников. Помимо этого, глава правительства призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом. А главный санитарный врач страны Анна Попова призвала ужесточить меры по контролю за соблюдением мер против COVID-19. Пожар произошел в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Якутске. В управлении МЧС сообщили, что дом расположен по улице Рыдинского. Горела кровля здания и квартиры. К этой минуте пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Из здания эвакуировано 20 человек. Информация уточняется. С приходом Нового года вступит в силу и новый регламент экзаменов ГИБДД. Из практических испытаний исключат площадку и расширится перечень грубых ошибок, из-за которых кандидатов в водители отправят на пересдачу. С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будут проводить исключительно в городских условиях. По мнению ГИБДД, закрытая площадка не дает полезных навыков самостоятельного вождения, и ее следует упразднить. Кроме того, в МВД предполагают разрешить россиянам управлять автомобилем уже с 17 лет с водителем-наставником. По данным ГИБДД, ежегодно в России погибает более 700 молодых водителей из-за недостаточных практических навыков вождения. А за использование автошины по сезону введут штрафы. Спасатели Якутского арктического центра провели плановые учения по спускам с вертолета. Высоты 30 и 20 метров. Тренировка прошла близ города Якутска в местности Кельдямцы. Согласно замыслу тренировки, сотрудники чрезвычайного ведомства отработали спуски на ограниченную площадку и эвакуацию пострадавшего. В мероприятии был задействован борт Ми-8 якутского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Провели 10 подъемов воздушного судна, при которых спасателями совершено 60 спусков. По результатам тренировки действия личного состава оценили на оценку «хорошо». Спасателями Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра была проведена плановая воздушная тренировка. Спуски вертолета с вертолета Ми-8. Были отработаны задачи спуск на ограниченную площадку, ознакомительный спуск, перенос пострадавшего. В спусках участвовало 15 спасателей. Было сделано 10 подъемов вертолета. Спуски проводились вблизи города Якутска на площадке Кельдямцы. Саму тренировку оцениваю на хорошо. В процессе тренировки выявляются все нюансы, которые надо дорабатывать. Для этого тренировки проводятся.
Финансирование сельской ипотеки увеличится почти в 3 раза. В 2021 году она вырастет до 4 миллиардов 100 миллионов рублей. В условия программы постановлением правительства России внесены соответствующие изменения. Так, со следующего года наличие права собственности на участок перестает быть обязательным требованием. Можно будет построить дом и на арендованном участке. Помимо этого, вводятся требования по обязательной прописке заемщика в новом жилье. Вводятся и ограничения на приобретение квартир в высотке. Дом должен быть не выше 5 этажей. В Якутии ожидают повышения спроса на сельскую ипотеку. С лета 2021 года на сегодня в якутском филиале Россельхозбанка оформлено 147 ипотечных кредитов на 350 миллионов рублей. Одобрены еще 132 ипотечных кредита. Основные условия – это ставка 2,7%, если со страховкой, 3% без страховки. Сумма кредита максимальная 5 миллионов рублей, срок 25 лет. Возраст заемщиков от 21 до 75 лет. По окончании кредита должно быть 75 лет. Всероссийский юридический диктант пройдет в Якутске. Даты проведения с 3 по 10 декабря. Об этом сообщили в Ассоциации юристов России. Диктант состоится в онлайн-режиме на официальном портале юрдиктант.рф. Основные задачи диктанта – повышение мотивации людей к изучению права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом ее возрастной и социальной структуры, говорится в сообщении. Также целью мероприятия является выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. Смотр-конкурс «Мой край» среди детских садов прошел в Алданском районе. Свои краеведческие центры и музеи в видеороликах представили свыше 20 учреждений. Представив богатство и раритеты, педагоги рассказали о проектах, реализуемых в работе с детьми. Как изучают культуру и историю родного края маленькие алданцы, расскажет Татьяна Вахнина. Ребята, во что вы играете? Я играл в машинки. Я хочу быть водителем. А я хочу быть врачом. А я хочу быть краеведом. Краеведом? Да, краеведом? Что это за профессия? Краеведами хотят быть многие воспитанники детского сада «Радуга» поселка Нижний Куранах. Ведь краевед знает все. О природе родного уголка, о местных традициях, об истории и, конечно, о других профессиях. Ролик о работе с дошколятами был представлен на районный смотр-конкурс на лучший центр краеведения среди дошкольных учреждений. В смотре-конкурсе приняли участие свыше 20 детских садов района. В видеороликах педагоги рассказывали о проектах, реализуемых в работе с детьми, представив богатство, хранящиеся в центрах краеведения. Так, в Алданской снежинке в рамках изучения родного края детвора играет, читает и собирает фотоальбомы для истории. Возьми и загляни в альбом большой, и вы увидите, как весело живет здесь детвора. В этом блоке вы увидите фотоальбом, как хорошо у нас в саду. Краеведческая работа ведется во всех дошкольных учреждениях района. В детском саду «Золотая рыбка» города Томот историю и культуру родного края начинают изучать самые маленькие воспитанники. Первая наша страница, где расположен флаг республики, описывается как картинка. Синий цвет – это голубое небо. Круг – доброе солнышко. Белый цвет – это мягкий, чистый снежок. Смотр-конкурс, проходивший в удаленном формате, был приурочен к 90-летию дошкольного образования в республике. Кроме того, в 2020 году исполняется 90 лет с начала становления Алданского района. Педагоги и воспитанники детского сада «Дельфин» посвятили родному краю целую летопись-киноленту. Продолжаем вести летопись «Золотой Алдан», где собираем стихи поэтов Алдана, истории жизни знаменитых людей края. На смотр-конкурс было представлено 39 центров краеведения. Проигравших не было. Садики-победители определились в 4 номинациях. Татьяна Вахнина, Алданский район. Ледовый парк «Северное сияние» планируют открыть в этом году до Нового года. Он находится на территории городского пляжа в 202-м микрорайоне в Якутске. С 2011 года начинал работать в феврале, но в этот раз организаторы решили из-за теплой зимы открыть его пораньше. На территории парка в эти дни проходит заготовка льда, снега, строится сам городок. С завтрашнего дня в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» на территории ледового городка будет проходить конкурс, где лучшие мастера создают
создадут различные скульптуры изо льда и снега. В этом году наш парк будет открыт по теме 75 лет Великой Отечественной войны. С 25 ноября проведем конкурс ледовых и снежных скульптур. Будет проходить 5 дней, 3 дня на ледовой скульптуре, 2 дня на снежной скульптуре. А в столице Алмазного края открыли горнолыжный сезон. Любители зимнего вида спорта наконец встали на лыжи и сноуборды. О формате работы базы в Мирном. Марфирина Алексеева. Из-за необычайно теплого климата и пандемии в этом году горнолыжный сезон стартовал на месяц позже. Спортивно-оздоровительный комплекс «Алмазная долина» – один из самых излюбленных мест семейного отдыха среди горожан. Система искусственного снижения вот уже 3-й год позволяет начать сезон раньше обычного срока. Прежде горожане довольствовались снежными трассами лишь с марта. Сейчас сезон открывается задолго до Нового года. 14 ноября указом главы Якутии стало возможным возобновить работу лыжных баз. Однако начать сезон климатические условия позволили немного позже. Причина задержки была в том, что технические проблемы с снегоуплотительной машиной были. Теплая погода держалась. Система снижения шла просто вода. То есть было настолько тепло, что вода не кристаллизовалась, скажем так. То без этих систем в данное время года еще снега достаточно мало, и кататься на лыжах, на сноуборде невозможно, потому что даже трава еще видна бывает. Длина горнолыжной трассы составляет около 500 метров. Комплекс предусматривает такие услуги, как прокат сноубордов, горных и беговых лыж. Средний чек на день проката составляет около 2000 рублей, детский наполовину меньше. Существует и бюджетный вариант. Многие посетители приходят со своими приспособлениями. В таком случае ничего платить не надо. В день открытия прокатиться со свежего склона пришло немало любителей. Ну, еще немножко жестковато, да. Ну, сейчас снег нападает, будет, я думаю, хорошо. Настроение хорошее для начала сезона, гора пойдет. Ждали долго. Погода классная, настроение тоже классное. Вот. Ну, как обустроено. Ну, это первый день всего лишь. Вот. Я думаю, в дальнейшем будет все нормально, все будет обустроено. Будет открыта вторая половина. Будет открыт рубль. Ну, условия тут хорошие, и катание само тоже классное. Чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции, в комплексе закрыты точки общепита, а в здании проката действует масочный режим. Разметка на полу в 1,5 метра, установлены дозаторы, обрабатывается весь инвентарь после того, как человек его сдает после проката. До конца этого года синоптики прогнозируют благоприятную для зимнего спорта погоду, а это потрясающая возможность провести здоровый отдых. С 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника и вторника, горнолыжная база ждет своих посетителей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.